Уважаемые товарищи, добрый день. Избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации набирает свои обороты. Кандидаты встречаются с населением, с молодежью, с интеллигенцией, с участниками специальной военной операции, с избирателями, представляя свою программу, свои предложения по дальнейшему развитию социально-экономического нашей страны. Компартия Российской Федерации выдвинула одного из авторитетнейших руководителей, коммунистов, политика, хозяйственного руководителя Николая Михайловича Харитонова, кандидата в президенты Российской Федерации, который также выступает, представляя свою программу Компартии, программу победы, социально-экономического развития, программу социализма, народовластия и вопросы, связанные с предложением, кто бы был не избран президентом Российской Федерации, он обязан обратить внимание на предложение Компартии Российской Федерации о формировании правительства народного доверия. И, соответственно, там есть кандидатуры известной политики от нашей Компартии. В республике у нас также партийные организации, наш актив, сторонники работают и встречаются с трудовыми коллективами. 4 у нас доверенных лица Николая Михайловича Харитонова. Один из них Семен Иванович Никитин, ветеран партии, депутат Государственного собрания Алтумен 6-го созыва, первый секретарь Чурапчинского местного отделения, известный человек, который занимается патриотическим воспитанием молодежи. И сегодня работает в аграрно-техническом Чурапчинском колледже, где возглавляет военно-патриотический клуб «Доблесть». Как я уже отметил, доверенное лицо Николая Михайловича Харитонова. Все имеют законные права для того, чтобы представлять нашего кандидата избирателям и населению. Несмотря на это, и закон о выборах президента Российской Федерации, как и вообще закон об избирательных правах, гарантирует и призывает руководителей исполнительных органов власти все делать для того, чтобы организованно прошли выборы, чтобы каждый из избирателей имел право без принуждения отдать свой голос за того или иного кандидата. Несмотря на это, директор колледжа Чурапчинского агротехнического Гуляев Василий Васильевич, пригласив Семена Ивановича Никитина к себе, и предупредил: Семен Иванович, если вы не будете агитировать за Путина Владимира Владимировича, я вас уволю с работы. Ну, во-первых, Василий Васильевич, я хочу официально вас предупредить, чтобы имели возможности все знать о программах кандидатов и добровольно выразить свое желание голосовать за того или иного кандидата. Никаких фактов принуждения не должно быть. Это одно. Второе, вы нарушаете закон, который не позволяет давить на избирателей и принуждать их голосовать за того или иного кандидата. А тем более вы даже угрожаете, как человек, который руководитель, где работает в вашем учебном заведении, в учебном заведении, я тоже подчеркиваю, Семен Иванович Никитин. Я вас публично призываю извиниться, публично извиниться перед Семеном Ивановичем и в дальнейшем не допускать такого. А дальше вы обязаны в коллективе организовать работу предвыборную для того, чтобы на основании закона о выборах президента Российской Федерации имели все возможности участвовать в выборах добровольно, демократично, и каждый
имеют свое мнение. Вы очень серьезно нарушили закон и вообще как руководитель недостойно поступаете. Обращаясь к Центральной избирательной комиссии, такие факты, к сожалению, могут появиться и в дальнейшем. Мы должны на основании закона пресекать и не допускать этого.